Всем добрый день, приятного дня, девочки, мальчики. Вот сегодня у нас чистый четверг. Я соблюдаю, не сказать, что я там фанат веры, но вот эти все правила я соблюдаю. Встала утром, ну, наверное, в 7 я встала, убралась в квартире, все промыла кругом, пыль вытерла, пропылесосила. И, пошла в кухню, покрасила яйца. Яйца крашу, девочки, луковой шелухой. Маленькая у меня кастрюлька, набрала там этой шелухи, промыла ее водичкой холодной, чтобы шелуха эта чистая была. И поставила на ночь, она у меня отстоялась. А утром заложила эту шелуху, отжала, выбросила в мусорное ведро. Остался один такой насыщенный раствор, да. Яйца окунула в воду и такими мокрыми заложила в эту кастрюльку. И вот кипели они. Потом постояли, вытащила. Вот покажу уже. Яйца я уже покрасила. Вот. Не знаю, передает. Ну, яркие прям. Яркие вот такие яйца. Вот 12 штук. Тарелочка специальная у меня такая вот пасхальная. 12 штук, как 12 апостолов было у Иисуса Христа, так и 12 яиц, хорошо. А вчера я пришла с суток. С суток прихожу, конечно, никакая, отлеживалась. А девочка на смену пришла, меня меняет. Я говорю, у нас одна молодежь в кабинете, я там среди них кружусь еще. И вот принесла в подарок, вот посмотрите, как красиво оформлено. Вот коробочка с бантиком, да, а там пасочки две. Вот такая коробочка. Целую сумку принесла. И будет, кому считает нужным, вот дарить. Пекла, говорит, сама. У нее у брата там дело, ну, как индивидуальный предприятель в пекарне там у него или что, не знаю. И вот она говорит, я всю ночь помогала там, пекла вот эти все разные коробочки там у нее. Вот мне вот такую коробочку подарила. Мелочь, но приятно, правда, красивая. Вот, это с работы. Ну и сегодня утром, вот в чистый четверг после всей уборки, вот я второй год пеку вот такие куличи. И я еще, конечно, схожу на рынок, несколько пасочек куплю. Вот. А это я пекла куличи. Они у меня, короче, мука с творогом. 450 грамм муки, рецепт, 450 грамм 9% творога. Вот такие вот испекла куличи. Вот намазка, аж это прилепились. Видите? Вот. 7 штук у меня их получилось. Один я уже съела на пробу. Вкусно. Вот украсила цукатами. Никаких дрожжей. Вот только вот мука, творог. Пониже, что ли, сделать? Яйца, 5 штук яиц. Ну, кому интересно, пишите, я могу дать вам этот рецепт. Вот, мне нравится. И быстро, и все, выпечку вот эту сделала. Это так, чай пить, все прочее. Вот такая красота у меня получилась. Так, девчонки, что нельзя делать в чистый четверг? В чистый четверг все можно делать. Убирать квартиру, стирать белье, чтобы все чисто было. Купаться, обязательно искупаться, даже полотенца, которыми вы вытираетесь, все бросать в стирку, чтобы вот в квартире не осталось у вас ни одной грязной тряпки. Все убрать, все, поэтому и называется чистый четверг. Самим искупаться, все, всей семьей. Вот всегда помню, бабушка вот учила, и я вот все годы чистого четверга вот придерживаюсь. Ну, что сказать, погода у нас. Шел дождь проливной позавчера. Весь двор в лужах. Прямо хлестал дождь, я не знаю, по полной программе. И холодно.
А вот сегодня смотрю солнце, то выглянет солнышко, то спрячется. Но все равно еще прохладно. Единственное, что не сделала я, не мыла окна. Подоконники, конечно, чистые и все, ну и окна не такие грязные, но все равно на чистый четверг всегда окна мыла, а это не стало. Потому что я тут прибаливала, только-только лучше стало, боюсь. Какой-то год вот так вот вымыла окна, потом больше 2 месяцев приходила в себя, лечилась. Так что вот так, по возможности. А в квартире, конечно, уборку все сделала. Все кругом на своих местах, все как могла, так все сделала. Ну, что хочу еще сказать, девочки, мальчики, спасибо, что смотрите видео, пишите комментарии. Комментарии разные. Кто-то хорошие комментарии, кто-то осуждает, кто-то вопросы задает, какие смешные. Но все равно всем спасибо. Вы же тратите на меня время, что вот просмотреть и написать. Ну, видите, как плохо сейчас работает у нас интернет. Невозможно, вот даже вот смотрю и написать ответ на комментарий. Нажимаю «Отправить», ничего не отправляется. Пишет «Ошибка», ошибка. Вот вам нет, интернет плохо показывает, так что не от нас зависит. Будем ждать лучших времен. Не знаю, когда наступят эти лучшие времена. Все, девочки, с наступающей вас Пасхой. На Пасху на кладбище не поеду. Поеду только 21 числа. Это будет вторник, Радоница. Вот в этот день и батюшка в церкви говорит, обязательно нужно посетить кладбище. Якобы стоят они у ворот и нас все ждут, придут, не придут. Никто, конечно, это не может, и, как бы сказать, доказывать стопроцентно, что это так, и опровергать не стоит. Ну, раз вот так, значит, так и надо сделать. Все, мои хорошие, всего вам доброго. Желаю, чтобы вы не болели, чтобы было у вас хорошее настроение, и чтобы было у вас побольше добра в душе и в вашем сердце, чтобы сострадание к людям было. И что об этом говорить? Будьте добрыми, не надо никому гадостей делать, и легче себя чувствовать от этого будете. Все, мои хорошие, всем пока-пока. С вами была Антонина. Девочки, просмотрела свое видео и хочу добавить. Я там вам неправильно сказала. Вот когда луковую шелуху промоете водичкой, все заливаете водой и ставите без всяких яиц эту шелуху прокипятить. Покипит она и оставьте. Пусть пока остынет, настоится, вот. Только тогда, когда она уже все, вот весь сок свой отдаст, эта шелуха, вот процедите ее или руками отожмете, только тогда закладывайте яйца, вот будут вариться и будут насыщенные. А то я вам сказала промыть и потом закладывать. Нет, вот добавляю видео, чтобы вы меня не ругали. Так что сначала одну шелуху без яиц прокипятите, все настоится, будет холодное, отожмите, или прям можно и в шелуху в эту, на дно яйца, сверху шелуха. Я по-всякому это самое крашу эти яйца, чтобы они вот такие были красивые, насыщенные. Все, девочки, успеха вам. Пока-пока.